Вы прошли 16-часовой тренинг. Какую полезность вы получили? Полезность очень большая. Дело в том, что можно родиться в женском теле, но знать науку взаимоотношений мужчины и женщины все-таки, этому надо обучаться. Вот у некоторых, например, в основном все семьи, да, получается, они немножко в советское время и так далее, да, какие-то не те ориентиры были, например, отца не было, да, там семьи не такие были, да. И ребенок, когда вырастает, например, девочка, в смысле, вот, например, я, да, у меня так получилось, я не знала, как взаимодействовать с мужчинами. Соответственно, когда настала пора создавать семью, да, я не могла понять, как выбирать, что вообще такое мужчина. И, получается, сломя голову, бросилась к первому встречному, можно сказать, вот так вот. И совершили много ошибок, да? Да, очень были. Причем эти ошибки, они уже на самом первоначальном уровне, когда начинается выбор партнера, вот получается, с которым надо жить, как-то надо взаимодействовать. И мужчина и женщина, они все-таки очень-очень разные. Майя, вот смотрите, вы наверняка впервые в таком формате проходил тренинг, такой домашней обстановке, за чашкой чая. Как вы считаете, вот такой обстановке лучше проводить или все-таки в лекционной форме? Мне кажется, вот такая форма, когда такая открытость, когда даже мы не смотрели на жената как на учителя, получается, да, а просто сидели, пили чай, там разговаривали, потом, получается, он просил сесть рядом, разыгрывали сценки. Это было вообще, это было очень наглядно. Доходчиво. Да, доходчиво, да, и каждый человек взял, наверное, свое. Увидел себя со стороны, ошибки свои. И не было такого, я умнее вас, я буду читать лекцию, я такой-то человек. Нет, такого не было. Было как будто бы появился мужчина, просто мужчина, да, который хочет помочь. А вот, Майя, вы вообще проходили что-то, какие-то тренинги, семинары? Я занималась семинарами, но в основном они были связаны с телесно-ориентированными практиками. Там в основном мы занимались, танцевали, пели, медитировали, такие я проходила. А вот, Майя, если у вас появилось желание своих подруг, знакомых пригласить в следующий раз на эти тренинги? Да. А вот что бы вы им сказали, чтобы по поводу уникальность жената в чем тогда заключается? Уникальность этих тренингов, да, в том, что простые вещи именно во взаимоотношении мужчины и женщины, да, такие не какие-то улетные, например, да, не какие-то глубинные, да, а абсолютно простые, да, и касаемо нашей обычной жизни. Обычной жизни, не надо никуда что-то придумывать и так далее. Это жизнь. Мы все хотим в нашей жизни просто жить хорошо. То есть вы хотели сказать, я вас правильно понял, подача материала привязана максимально к нашей простой человеческой жизни. Да. Спасибо за внимание. С вами была Майя, город Якутск. Всего доброго.